Здесь, как и во всех УИКах страны, предприняты меры против распространения коронавирусной инфекции. Средства индивидуальной защиты, дезинфекция рук и измерение температуры при помощи тепловизора. В общем, весь путь безопасного голосования буквально прорисован здесь от входа до выхода. Волонтеры, медперсонал и далее весь штат сотрудников участка, включая членов комиссии, с раннего утра принимают в стенах средней школы религиозных деятелей, включая ректора Исламского института Джабраила Мухлоева. Поправка же на пейдня да там ухихлер не або уюхи гёц школер халхан не або уюх репрессия гёц жил там хлер так да ходер тармия дин ора қетим хубал же поправка хлж не схетсу они алла дин да тяж махни халда да хаад так малла дин дали дел савр они единый божий аж дел савр о уйти қетим хугер да молай صدق وياهر الكرداخ شلشة قشطة صدق خردويته. Сроки общероссийского голосования по поправкам в основной закон страны близятся уже к концу, и работа на избирательных участках активизировалась в связи с большим количеством голосующих в эти последние дни. Члены комиссии обрабатывают и заявки от граждан, которые по тем или иным причинам не смогли прийти сюда на участок. И вот мобильная группа за считанные минуты выдвигаются к первому адресату. Здесь, на улице Луговая, в одном из частных домов проживает и Ася Тумгоева. 70-летняя пенсионерка со всей ответственностью относится как к голосованию, так и к собственному здоровью. Простой пособие повысить до индексации пенсии. Потом учитывала, что все было хорошо людям, населению. Сегодня выполнить свой гражданский долг в пользу будущего страны пришел и один из ее героев – Абубакар Костоев. Герой России, мужество и профессионализм которого, проявленные при исполнении служебного долга, были отмечены президентом России в 2014 году присвоением высокого звания и вручением знака особого отличия – медали «Золотая звезда». Он убежден в том, что каждый, кто старается во благо своей родины, и есть настоящий герой. Поэтому и пришел сюда, на 904-й участок, выполнить свой гражданский долг. Конституция, она основной закон государства, но основными статьями там должны быть отставлены права и интересы народов, которые проживают в этой стране. Ну, социальные выплаты, образование, медицина, то есть то, что необходимо, то, что самое необходимо для народов, для жителей всей нашей страны. Избирательные участки города с населением около 70 тысяч человек расположены с учетом комфорта и избежания неудобств для горожан. Работа каждого из них контролируется и ведется мониторинг по выявлению нарушений, которых пока не зафиксировано, рассказывает Руслан Тумгоев. Никаких нарушений, каких-либо эксцессов или каких-то скандалов, ничего. Все спокойно, люди приходят, голосуют, уходят. Со слов самих избирателей становится ясно, что изменения в Конституцию страны просто необходимы, будь то социальные гарантии или же перемены в сферах медицины, образования и трудового кодекса. Всех голосующих объединяет стремление к благополучной жизни в своей стране. Идрис Ижиев, Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.